ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 1 сентября с рабочим визитом Ухту посетил министр спорта Коми Николай Бережной. Нашим городом он по традиции открыл свое профессиональное турне по республике. Как оказалось, Ухта заслужила такую честь своими победами и достижениями. В год на территории муниципалитета минимум 120 спортсменов становятся перворазрядниками, кандидатами в мастера и мастерами спорта. В этот раз чиновник пришел к общественности с хорошей новостью. Наконец-то у боксеров, дзюдоистов и борцов будет свой зал. С планируемым сроком строительства 2019 год. Там предусматривается один большой зал на 2 борцовских ковра размером 30 на 18 метров, один зал дополнительный разминочный 18 на 18 под борцовский ковер или боксерский ринг на усмотрение пользователя, а также дополнительный зал под аэробику или тренажерный зал. Тем не менее, не все так радужно. Пловцы вот уже 5-й год лишены летних сборов и тренировок на юге. А в волейбольном и баскетбольном залах и вовсе нет возможности развернуться ни своим, ни устроить соревнования. Где-то течет крыша, где-то просто нет места. Казалось бы, хорошо все только в сравнительно новом Ледовом дворце. Но и тут не без инцидентов. Хоккейные команды не могут поделить лед. В итоге страдают в первую очередь маленькие хоккеисты. На это министр предложил альтернативу. Но выход здесь, прежде всего, наверное, самый приемлемый – это заливка хоккейных площадок в большом количестве в городе. Мы понимаем, что в случае сильных морозов занятия нельзя будет проводить, но все остальное время вполне возможно. Главное, чтобы в итоге на открытые площадки ушли не только те, кого мы в пафосных речах зовем своим будущим, но и те, у кого веса больше. Сам же Николай Бережной назвал эту проблему вопросом компромиссов. Следующий зимний сезон должен показать, кто пойдет на такие компромиссы – юные хоккеисты или команды крупных предприятий.